почему-то не вместе, дети. Первый Б еще громче-то можете? Первый Б? Да, конечно. Первый В. Молодцы. Второй А. Второй Ж. Все, ребятишки, все пришли? Классные руководители проверили? Классные руководители здесь? Варвара Владимировна, все кричат. Да, кричим. Своей учительнице кричим. Первый Б, Валентина Автономовна. Здесь, знаете, учителей, видишь? Наталья Николаевна. Все знают. Второй А. Зинаида Николаевна. А второй Ж кто учительница? Варвара Николаевна. А что Варваре Николаевне не надо кричать, что ли? Варвара Николаевна уже машет, говорит, смотрите, я, ребята, здесь. Варваре Николаевне похлопали, быстро все, раз, два, три. Вот так, все встретили. Встретили детей, встретили своих учеников. Шумели, сидели. Знаете, как тебе приятно, когда вот сидишь в зале, да? И кто-то там начинает ходить, сотовые телефоны звучат у них, звенят, мешают представлению. Вы же первый раз у нас? Ёлки-палки, опять на него некачественные игрушки повесили. Ну, не то, что я, конечно. Ты слышал? Пятый класс нет, Новый год не должен наступить. Думаешь, он станет ждать, едва пробьет 12, как он будет здесь? Уж я-то знаю, так каждый год происходит. Значит, надо остановить часы. Но это невозможно. В новогоднюю ночь все возможно. Даже если мы перебьем все часы в доме, Новый год не остановить. Значит, надо остановить часы на городской ратуше. Все дети знают, что они волшебные. Но часы никогда не останавливаются, никогда даже на секунду не отстают. Придумал. Если мы даже и не остановим часы, то я хотя бы смогу показаться на площади в своем новом наряде. Оставь ее! Какой просто трусихи, а не трусиха! Я просто очень чувствительная и тонкая натура. Посмотрите, какая у меня натура! Зачем нам какая-то хилая натура? Пойдем, звездочка, вперед! Будешь освещать нам путь. Будь, стойте, не уходите, я тоже хочу помочь Лиле. Ловите меня, я лечу. И совсем я не плакса. Теперь настраиваем. Вы, друзья. Слушай, а что это? Это мои наряды. Не могу же отправляться в командировку без смены одежды. Все, а теперь я готов. Пусть! Однажды летом приснился Новый год. По зеленым травам Снегурочка плывет. Мы с букетом из ромашек заявился Дедушка Мороз. И такой мне ларец волшебный преподнес. Новогодний
зверюшки в нем. А веселые зверюшки мой перевернули дом. Завели веселый хоровод, до чего сошел лесной народ. И не верилось, что все пройдет сказочным сном. Все уносит время, исчез нежданный сон. Но порой снова ко мне приходит он. И однажды среди вещей забытых я случайно подняла ларец. Значит, сказки новогодние летних не конец. Новогодние игрушки, свечи. Многоуважаемые часы, земля полнится слухами о вашем всемогуществе. И посему наша елочная делегация осмеливается... Шаршарыч, нельзя ли покороче, так мы до Нового года не управимся? Где тебя учили перебивать старших? Шаршанч, у нас очень мало времени. Вы будете учить меня разговаривать с волшебными часами? Сейчас здесь церемоний, но для того, чтобы ты не стала остановить время. Тем более нужно соблюдать этикет. Не спорьте! Говорите, зачем пришли! Вам повезло. Эти часы весьма демократичны. Вы Значит, да. поняли! Не шумите! Увы, вы просите о невозможном! Мы никогда не спешим, не опаздываем и уж тем более Не останавливаемся! Невозможно повернуть назад, и времени на миг не остановишь. Ты снег ночь, и одинок мой дом, еще идут старинные часы. Жизнь невозможно повернуть назад, и времени на миг не остановишь. Как ты не знала? Вот к чему привела ваша фамильярность. Значит, никакие вы не волшебные. Звездочка, мне кажется, ты перегнула палку. Вот дерзкие игрушки! Что получилось? Ведь вы затеяли благородное дело — вернуть детям веру. Стоит только описать стрелкой круг и произнести заклинание, как вы окажетесь в любой точке сказочного мира. Многоуважаемые часы, а вы не подскажете дорогу хозяину снега? Ха-ха-ха! Хозяина снега вы должны найти сами. Не перекладывайте всю работу на волшебников. Достаточно того, что я одолжу вам свою волшебную стрелочку. Запоминайте заклинание. Пробеги по кругу скоро, круг волшебный замыкай. Через время и просторы унеси в далекий край. Отправляйтесь в путь, но помните, у вас в запасе всего 1 час, а я пока отдохну. Куда мы отправимся? Так, это игра такая, между прочим, экономическая. ну вы же все посадили. Ой, ну-ка, хватит! Целый час времени! Ну-ка, Кикимора, давай! Ты же у нас тут генератор. Ладно, Максим, штурки заляжем, а? Задумайте, сальгнуть. Я придумал! А давайте их сожрем, а? Голодные. Вилками постоянно думаешь. Они же болеют, правильно? Ну и так и вот. За ней еще должен с прошлого года. Ну, чего мы ждем? Песню запевай! Теперь в мире бабки не найти. Пределе бабки в мире нету тоже. Нам эту стрелку надо найти. И я очень встретиться хочу мой стеряжа. И ведь я баба, крутая баба. Какого дела в жизни нет без меня? Баба я! Крутая баба. Еще вы помните меня. Эй, остановимся!
запутались. Это ты запутала. А чего же вы наглые? Это мы наглые. А больше вы ничего не хотите? Ничего. Чего это я буду помогать таким, как вы? А ну-ка, прыгни с моего королевства. Ой, какие мы Да, гордые. все-таки забыла? Кто? Кто, как ты посмел кинуть осколок льда? А я и не думал, что это так серьезно. Спасибо. Я занята самым важным делом на свете. Раньше у меня был хороший помощник, но с тех пор, как это... Ну, вечно сделать такое, что можете подождать. Тогда или что я могу с вами сделать? Знаем, читайте, как вам друзья. Как же тогда У смеете? нас нет выхода. Вы должны помогать. И вы наша единственная надежда. Я никогда не помогаю детям. Значит, мы очень вас ошибки. Кто твердит? Гадки не боятся народа. Радуются ему. А я вообще-то в шубе. Значит, вы не боитесь мороза. Совсем-совсем. Ни капельки. А, давайте заключим пари. Вы посыпите землю снегом, а я взамен, подожду вам немного. Это шутка или глупость? Ради снегопада вы готовы на все? Отвлекитесь от своего занятия. Запрягитесь сами. Промчитесь двигателем над землей. Устройте снежную бурю. Я не могу. Вы не можете. Мне запретили выезжать за полями. Кто? Хозяин. Значит, мы напрасно сюда пришли. Только потеряли время. Уважаемая снежная королева, а вы не подскажете нам дорогу хозяину снега? Я не прислуга. Не в моих королевских правилах подсказывать дорогу. Не очень-то и хотел. Только ваше высокомерие. Еще. Я ведь снежная королева. Дети правильно делают, что вас не любят. Идемте, друзья. Обратитесь к хозяину Берегова пролива. Полетели. Пробеги по кругу скоро. Круг волшебный. Море вместительно. О, новая добыча! Перестаньте возникать разговор! Я должен срочно отбуксировать эти айсберги обратно в Ледовитый океан, пока они не растают! Зачем вы это делаете? Никто не смеет покидать берег пролив без разрешения, особенно айсберги и льдины! Но почему? Потому что запрещено! Я строго слежу за выполнением приказов, а нарушителей возвращаю обратно! А кто дал приказ? Мое дело выполнять приказы, а не выяснять, кто их отдал. Тем более я всего лишь капитан ледокола. Раз вы такой исполнительный, слушайте приказ. Айсберги освободить, берегов пролив открыть. Слушай! А кто отдает приказ? Я отдаю и побыстрей, а то меня раздавят дивы. А кто вы такой? Главнокомандующий флотом. Каким еще флотом? Морским, северным, ледокольным. Вот я северным дам. А где ваша морская форма? Секундочку, звездочка, выноси. Ой, 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 ой. Ты издеваешься надо мной? Это форма юнги, а не адмирала. Паундра! Ты что, вообще меня за дурака держишь? Это папаха сухопутного генерала. Сети! Здесь уже нет места. А это еще что за дышка? А ну, Макс, давай ты в сети быстро! Я не ледышка, я сосулька. Да какая разница? Все равно кусок льда, и не имеешь права покидать берег в пролив. Звездочка, спасай! Сейчас меня раздавит Дина, караул! Ну куда отправляемся? Перестаньте шуметь! Никто не смеет нарушать тишину берегового пролива! Это чей же приказ такой? Мой приказ! Замолчите и не мешайте работать! Из-за вас я могу проглядеть какой-нибудь айсберг! Он уплывет в Южные моря и столкнется там с каким-нибудь Титаником! Просто... Нет! Wherever you are, I believe that's my love.
бабушка Зима все не возвращается. Уж волнуемся за нее. Наверное, столько снега несет, что понять не Вот можем. и мы ждем снег. Затем мы пришли. А когда же она вернется? Эх, чего не знаю, того не знаем. Сами изнываем от безделья. Мне кажется, лучше изнывать от безделья, чем париться от работы. Что шаришь? Нет, без работы мы не можем. Не можем. Ну что за работа без снега? Одно баловство. То пуховую метелицу устроим, то пуховую поземку задуем. Посмотрите, какой красавец придумал. Хотела детей порадовать на Новый год. Уже не успею. Не грусти. Ну, порадуешь в январе. В январе? Это же поздно. Зима должна начинаться, ну, в декабре. А может быть, твоя матушка Зима по дороге сюда потерялась и не стыдно волочилась с пустыми руками? Бабушка, а где матушка Зима берет снег? Ясно где. У хозяина снега. Бабушка, подскажи, где он живет? Ну, наконец-то! Добрались до сути, а еще меня не болтуном называют. Ну, этого я не знаю. Вот тебе, бабушка, и Юрий в день. Все, полетели дальше. Стойте! Не нужно никуда лететь. За углом школотанцы весь снеговеет. Загляните к ней, может, она вам поможет. Да, Они на да. дом, А мы с сестрицей пока попробуем написать письмо хозяину. Раз, два, три. Раз, два, три. Взяли носочки. Держим снег. Так. А это еще что за форма одежды? Почему не в костюмах снежинок? Потому что мы не снежинки. Тогда что вы тут делаете? Мы ищем снег. В этом году все ищут снег. Хорошо, девочки, отдохните. Какие же тут все? I'm so high. Got a police and a fireman. I'm so high. Look at dragon, wanna retire, man. Too high. You see my name, you know who I am. I'm too high. And I'm bad about that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. 'Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night I'll be in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, hey, oh, stop. А вдруг снегопад не начнется? Обязательно начнется. Хоть на Новый год душу отведем. Придумал. Какой Новый год без телевизора? Друзья мои, кто-то карабкается по склону. Да не один, а трое. Я так и знал! Это альпинисты! Опять будут царапать мои ледники своими ледорубами! Вот бы их лавиной накрыть. Да где снега-то взять? Постойте! Что-то не очень и не похоже на альпинистов. Особенно один. Слишком толстый. А что им здесь надо? Что они здесь делать будут? Что мы с ними делать будем? Друзья мои, спрячьтесь за скалу. Доверьте мне, поговорить что. Охраняю снежные вершины. Где вы видите снег? Сейчас будет снег. Вот только тучки соберутся, и будет снег. Это железный дровосек водит нас за нос. Но ведь на небе не облачко. В том-то и беда. Стою тут как истукан. Охраняю эти скалы. А снега нет и нет. Друзья мои тоже истосковались. Какие друзья? Позвольте представить. Хранитель ледников Приятно. и властелин лавин. Хозяин снега среди вас нет? Будь бы он здесь, мы бы такую лавину организовали. А я бы такой ледник наморозил! В том-то и беда, что мы не знаем, куда делся снег. И вы нам не поможете. Чувствовала мое сердце недоброе. Друговец, мы обещали. Все, пойдемте. Эти чудики нам не помогут. Мы бы хотели. Но как? Я могу предложить пару снежков, которые припрятал на
черный день. А я могу отколоть вам кусочек льдинки. Спасибо, кусочек льда нас не выручит. Нам нужно много снега, много льда, чтобы на всех детей хватило. А насчет льда, обратитесь к моей возлюбленной, принцессе голубого льда. Хватит, делом надо заниматься. Давайте отправимся к правительству. Снеговиков. Точно, давайте перехватим их там. Ай да. Да, была принцесса, да вся вышла, и голубой лед тоже. Ну, вроде того, поближе, чтобы не успели. Чего не успели? Передайте слово любви. От кого? От рыцаря снежных вершин. Он все еще помнит обо мне. А тебе? Ну да, принцесса голубого льда. Я. Ну не удивляйтесь, что скрывается от всех. И платье спрятала, и коньки на роль сменила. Какая принцесса, здесь нет голубого льда. Без него я никто. Ну рассказывайте, как поживает мой рыцарь? Сказать откровенно. Торчит на весне, как жаба железная пугало. Пожары! Что? Я таки знала, что без меня ему очень плохо. Как узор на мне снова прошлый рядом, только песню мне жизни вечера. Словно в прошлом ожило, чьих-то бережных рук тепло, пальцы цистерных костей, тебе лихих коней. Кружил и нес меня, словно сказку свою маня. Первый бал и первый вальс звучат во мне сейчас. Зеркала я таре, мой восторг рожаю. Он напел песню мне, зимний вечер тогда. Дом родной покидал А я думала, что это будет плохо без снега. Что уже слова не должны сказать. Рыцарь передал кота. Но мне все равно страшно! Не беспокойтесь, я захватил с собой пару бенгальских коней. Сейчас будет светлее. Мало того, что они ревут, как стадо северных оленей, так еще и смеют нарушать темноту полярной ночи. Признавайтесь, как вы украли искры северного сияния? Северного сияния? Это вы о бенгальских конях? Да, об искрах, которые разлетаются из ваших рук. Мы ничего не крали. Страшно! Не плачь, Рола! Я не выношу слез! Тут уж ничего не поделать. Царица полярной ночи должна быть невидима. Вы-то нам и нужны. Я, конечно, не имею опыта общения с привидениями, но... Я здесь, и они здесь. Северное сияние! Смотрите, смотрите, смотрите! Какое хорошее освещение для моего наряда. Смотрите, как заиграли драгоценности на воротнике и лапах. Что не посмотрите, разве это драгоценность? Я думала, что битое стекло. Какая дерзость! Мама, быстро живите! Он вылеплен из снега, это всем давно известно. Хоть
А хоть молчи, снеговик зимой не плачет, но заплачет, если с неба, если с неба хлынут жаркие лучи. Вот так и живем. После нанесенных оскорблений я даже буду этому рад. Ты злой, самый злой снеговик на свете. А что вы хотите, если у великого правителя снеговиков все его подданные растаяли, а сам сидишь в луже? Так вы самый главный снеговик на земле? Был главный, но снега нет, дети не лепят для новых подданных. Править нечем, да и самому недолго осталось. Ну вот хорошо. Если бы не растаяли ноги, пошел бы к хозяину снега, попросил бы его. Знаете, хозяин снега? Ну да, а что удивительного, я его знаю, потому что я великий правитель снеговиков. Мы его тоже ищем. Помогите нам, а мы поможем вам. Попроси много-много снега, Надо премного. когда я снова стану добрым, обещаю. Не доверяю последнее время снеговикам. Особенно с подмоченной репутацией. Если похолодает, вы будете, то я снова стану добрым, обещаю. Теперь не сижу. А я все не буду запамять. Ну, шаншать. А ты не хочешь где снег? Знаете, самый большой и старый лес во всей Европе? Белорусская куча? Ну да, а что удивительного, там мы живем. А, это совсем близко. А ты не тает. И я таю. Полетели, друзья. Пробеги по кругу скоро. Круг волшебный замыкай. Через летний просторы унеси в далекий край. Ты стоп, старая! Стрелку держать не могла! Надо же мог победить нас! Лесную нить! И что теперь? Дальше, дальше! Неуважение к непопулярности! Да какая тут популярность? Даже снега в этом году не увидел! Отпраздновали праздник! Пропала моя звездная мечта! Самые настоящие. Стеклянные. Настоящий Дед Мороз. Вот те раз, даже елочки перестали верить в Деда Мороза. Что в мире происходит? Дедушка Мороз, извините за простую душу нашу сестру. Она не хотела вас заметить. Она совсем не была. А я многоопытный зритель. И сразу же узнала вас. И спешу выразить свое уважение. А Дед Мороз, вы встречали здесь хозяина снега? А Дед Мороз существует, но снег-то не пришел. А, значит, вы хотите, чтобы пошел снег? Настоящий снегопад! Значит, вы хотите новогодний Настоящий Новый год. Значит, Не вы! Потому что настоящий Новый год бывает только с Дедом Морозом. а дети перестали в меня верить. Неправда. Девочка Лили верит. Всего только одна девочка верит. Все дети верят, спросите у ребят. Ребята, вы верите в Деда Мороза? А мамы и папы верят в Деда Мороза? Вот я не слышу взрослых. Верите или нет? Вот они не верят, взрослые отвечают. А ребята еще верят. Дедушка Мороз, ну и детей стали больше. Ну ладно, уговорили. Встречайте хозяина снега. Закройте глаза. Рустам, глаза одевайся, можно? Можно! Кажется, я поняла. Никакого хозяина снега не существует. Хозяин снега ты, и Дед Мороз, как мы раньше не догадались, ведь ты настолько подскажешь. Правильно! У меня много имен. Дети могут называть меня хозяином снега, Дедом Морозом или Санта-Клаусом. Невозможно! И вы поняли, что
Согласна? Нет. А ты? Нет. Все? Нет.
какой пират. Во, а я тебя в лесу видела. В моем лесу. Что тут у нас еще? О, Кощей даже есть. Все сказочные герои собрались-то, а? Ой, прямо. А я-то вот бабушка Ига, ох, метелочка, прилетела в гости к вам в школу, чтоб получить 5. Кто мне ее поставит? А? 3 плюс 1 – 8. 8. Опять говорят. 8. Ужас. Да. Позор на мою седую голову. Сейчас. Ладно. 1 плюс 1. Нет. 15? Ой, Пашка, сынка моя спала. Ой. Так, где мои загадки? Где мои загадки? Сейчас посмотрим. Давай. Так, где мои загадки? Кто их спрятал? Вот. Слушайте, и пусть я бабка волшебная, у меня все кверх ногами, все. Бах, как красиво, ах! Начинают их родители ворчать. Опять угадали. Ой. А вот эту загадку угадаете? Он дома мусор весь съедает. Опять угадали. Он нарядный, ждет гостей. Ну садитесь же скорее. Кого? Я выиграл. Кто сказал? А ты что такая умная-то? А ты что такая умная? Ой, какой кошмар. А вот это? Они с горки ловко мчатся. Светофора не дает. Да и елки зеленые. Деда Мороза любите? Не слышу. А что он вам обычно дарит? Конфет? А знаете, что я у Деда Мороза просила, когда была маленькая? Я ему говорю, если вы сейчас со мной согласны, после этого, хопа, руки поднимаем, да? Дед Мороз, ты супер дед, но не надо нам конфет. Подари нам по айфону, по крутому телефону. Современные все дети зависают в интернете. Кто со мной согласен? Никому не нужен телефон. С этим вы не согласны. Оба. Все. Вау. А теперь любим мы гулять, беситься, лопать мандарины, пиццу и подарки каждый день, получать нам всем не лень. Кто согласен? Все любите пиццу? И гулять? Вот. Тогда дружно поднимаем руки. Так, сейчас мы...
конфетку и нос не заморать. Смотрите, ребятишки, тихо! Сейчас у нас султан с закрытыми глазами накрасит губки вот этой прекрасной девочки. Еще, мама? Ой, молодец! По листам, по листам.
Это уже было. Что не делать? Так. Танцевать с Бабой Ягой танец. Так, встать на стул и сказать с Новым годом. Три раза. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Так, сейчас прочитаем. Тут на одной ноге проскакать с водой. Так, есть вода в платье? Ой, стой, стой. Иди правей. С одного конца в другой. Давай. Саша! Где? Иди сюда. Ой, это тебе вот от Бабы Ёшки. Расти большой, учись на 5. Обещаешь? Дай 5. Молодец. Ребята, а кому нам надо в первую очередь подарок подарить, а? Кто сказал? О, сейчас. Сейчас. Какой мне подарок? Нет? Ладно. Ира, это твой подарок. Ты со мной в лес пойдешь. Это, наверное. Зубы не выпадут? Покажи-ка зубки. Волчоночек серый, держи подарочек. Баба Яга тебе в лес придет, ты меня конфеткой одной угостишь. Согласен? Согласен. Давай 5. Оп. Ой, какая красавица у нас. Держи тебе подарочек, тебе. Сейчас еще принесу. Тебе простуда нипочем. Будешь ты у нас врачом. Держи-ка. Ой. Где у нас Феликс? Феликс, я хочу. Андрей. Феликс, к нам придет такой момент. Феликс будет президент. Краше и добрее. А поможет ему в этом Маша. Будете 2 правителя. Маша, это тебе на память. А где Маша-то? Маша где? Маша наша так чудесно. С ней друзьям интересно. Будет Маша педагог, физики урок. Да. А где Данил? Данила нету. Хорошо. То есть плохо.
А баба Яга сейчас уходит. А я думаю, баба, она не